автобус остановлен. Лето – период, когда дорожная ситуация заметно меняется. На улице становится все больше детей, велосипедистов, пользователей самокатов и мототранспорта. Вместе со свободой передвижения растет и количество рисков. Если детей сегодня активно учат правилам безопасности, то главная проблема остается прежней. Реальная дорога зависит не только от ребенка, но и от взрослых участников движения. Здравствуйте, я Наталья Хван. Это «Правила дорог» на БСТ. Летом дети чаще находятся на улице без сопровождения взрослых, осваивают самостоятельные маршруты, активнее используют велосипеды и самокаты. Именно поэтому в этот период профилактике детско-дорожного транспортного травматизма уделяется особое внимание. На сегодняшний день статистика такова. 113 дорожно-транспортных происшествий у нас пошло в учет. Это те дорожно-транспортные происшествия, где дети пострадали. 112 детей ранено и 3 ребенка погибло, будучи 2 ДТП погибшие. Это дети-пассажиры, Учелинский район и Иглинский. И 1 ребенок 30 мая, вот последнее дорожно-транспортное происшествие, погиб на питбайке. Это Чешминский район. Сегодня обучение правилам дорожного движения все чаще строится на практике. Одним из крупнейших проектов в этой системе остается конкурс «Безопасное колесо». Дорогие ребята, вы все делаете очень важное и нужное дело. Помогаете сотрудникам госавтоинспекции оберегать жизнь и здоровье таких же, как вы, мальчишек и девчонок, участников дорожного движения. И делаете это весело, задорно, интересно и с улыбкой. Работа в городе и районе ведется достаточно активно, регулярно проводятся профилактические мероприятия, акции. Желающих вот именно поехать на безопасное колесо у нас очень много. И вот мы выбираем среди лучших и везем, получается, на безопасное колесо. Проводим уроки, раздаем разные листовки, участвуем в акциях. Делаем замечания, если не соблюдают правила дорожного движения. Люди, когда делают замечания, если не сделать, они могут на дорогу спокойно вылететь и сбить их могут. Соревнования – это не только праздник, это не только общение между командами из разных районов нашей большой республики. Это еще и обучение правилам дорожного движения, правилам жизни на дороге. Каждый этап здесь максимально приближен к реальным условиям города. На данном этапе видим этап автогородок. Здесь дети показывают свои умения, навыки вождения на велотранспорте. Постарались сделать максимальные условия, приближенные к реальности. Поставили светофоры, разметки, чтобы дети чувствовали себя приближенным к реальным условиям, так скажем, дорожного движения. Данный этап называется фигурное вождение. Дети здесь показывают свои навыки владения велосипедом, проходят различные препятствия, маневрирование в виде восьмерки, круга и так далее. Понравилось больше всего, надо было провести безопасный маршрут от школы до дома. Понравился этап медицина. Было достаточно тяжело, но все это мы готовили, мы это подготавливали, изучали. Мы готовились где-то 2 месяца, даже, может быть, чуть больше. Мы каждый день оставались после уроков, прогоняли все номера, пытались проезжать конус и змейкой, проехать через камушки, через маленькое расстояние. Мы готовились очень усердно, чтобы пройти с районного этапа пройти на городской, с городского на республиканский, а потом уже на всероссийский. На площадке дети учатся оценивать дорожную ситуацию, контролировать скорость и прогнозировать возможную опасность. Это движение развивается из года в год, оно становится популярнее, из года в год оно становится объемнее, масштабнее. В нашей зоне мы в этом году провели зональный форум «Слет юидовцев нашей зоны». И был охват более 140 детей. Потому что, чтобы некоторые дети, которые живут в нашей республике, не было таких страшных случаев, как ДТП и таких же, чтобы они соблюдали правила движения. И для этого ЮИД и создан.
На протяжении нескольких дней участники проходили испытания, максимально приближенные к реальным дорожным ситуациям. Итог – не только конкурсные баллы, но и практические навыки, которые должны помочь детям чувствовать себя увереннее в городской среде. Ребята очень стараются, ребята помогают во всем. Мы проводим беседы, мы проводим мероприятия со старшими классами, с начальными классами. Я очень рада, что мы сможем возглавлять Республику Башкортостан во всероссийском конкурсе ЮИДов. Много старались плодотворной работой. Победа в безопасном колесе – это хороший результат, но настоящая проверка этих знаний начинается уже за пределами конкурсной площадки, на реальной дороге. И здесь безопасность ребенка зависит не только от него самого, она зависит и от взрослых водителей, которые ежедневно находятся рядом. Летом на дорогах становится заметно больше мототранспорта, скутеров, мопедов и мотоциклов. И тема безопасности здесь становится особенно актуальной. Но родители знают, что ты ездишь? И не запрещали, да? Говорили, катайся, сынок. Мама говорит, по полям катайся и по лицам не катайся. Именно тема мототранспорта сегодня все чаще звучит и во время профилактических мероприятий. Сезон начался. Действительно, прям стабильно, ежедневно, стабильно, конечно же, в кавычках, у нас регистрируются дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Это и питбайки, это и симы, самокаты, это и велосипеды. И все чаще за рулем такой техники оказываются подростки. Но если брать самокаты, то нарушение правил дорожного движения, езда по проезжей части, там, где запрещено столкновение с легковыми транспортными средствами, и езда по тротуарам, там, где гуляют у нас пешеходы. Скорость, конечно же, скорость это имеется в виду уже в рамках пострадавших пешеходов. Дети по 2 человека, по 3 человека ездят передвигаются на самокатах. Если это питбайки, то это, опять же, дороги общего пользования, там, где ездить и передвигаться нельзя. Соответственно, дети падают, не зная правил дорожного движения, нарушают правила дорожного движения. Очередность проезда перекрестков, либо просто не справился с управлением. То есть, ежегодно одни и те же нарушения, одни и те же проблемы. В отличие от СИМ, управление мопедом и мотоциклом допускается только при наличии у водителя удостоверения соответствующей категории. Но случаи, когда подростки без прав оказываются за рулем мопедов и мотоциклов, отнюдь нередки. И очень часто такие поездки заканчиваются плачевно. В мотоциклах мне нравится скорость и... Наверное, то, что они рвут, они быстрые, они легкие, красивые. С началом мотосезона инспекторы взялись за мотоциклистов и скутеристов, проводят рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения водителями двухколесных железных коней. Сегодня в ходе рейдовых мероприятий нами, находясь в селе Нагаево, был остановлен питбайк под управлением несовершеннолетнего. Несовершеннолетний не достиг определенного возраста, позволяющего управлять данным транспортным средством. Ребенку, управляющим питбайком, всего лишь на данный момент 11 лет. Сейчас на место вызваны законные представители, приедет мама для дальнейшего разбирательства. Родители дарят скутер или мопед как игрушку. Некоторые уверяют, что даже не знали, что за управление мопедом необходимо получать права. Впрочем, незнание закона не освобождает от ответственности. Скутер многим подросткам кажется простым и безопасным транспортом, но по уровню риска мототехника требует уже совершенно другой ответственности и подготовки. Произошло ДТП с участием 2 транспортных средств – автомашины «Лада Калина» и питбайк. В результате ДТП 14-летний водитель питбайка скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Именно поэтому сотрудники госавтоинспекции усиливают профилактическую работу летом как с детьми, так и со взрослыми водителями. Лето – время, когда на дорогах становится все больше мотоциклистов. Скорость, маневренность и ощущение свободы – все это привлекает, но в то же время возрастают и риски. Сегодня мы на экзаменационной площадке, где будущие водители отрабатывают свои навыки, без которых на дорогах города опасно. Самое главное, когда вот у человека начинает что-то получаться уже на дороге, начинает, так скажем, превысить свои возможности. Где-то слишком разгоняется, где-то резко тормозит, где-то на мокром асфальте что-то вот так вот у них получается. Тяжело. Попадают в такие ситуации, которых еще не были.
Вот. Ну, от этого и происходит там падение, либо ДТП. Это, во-первых, дисциплина, уважение к другим участникам движения, как со стороны мотоциклистов, так и со стороны автомобилистов. Вот. Ну и, естественно, это пренебрежение к экипировке. То есть экипировку надо одевать обязательно. Хотелось что-то новенькое получить, эмоции, ощущения, как драйв, адреналин. Поэтому хотелось попробовать. Категория Б у меня есть, решил на категорию А отучиться. Гораздо безопаснее чувствую себя в автомобиле. Это металлическая рамка, ощущение дает безопасности. Здесь безопасности, минимально. Но нужно на свой страх и риск. Мотосезон только начинается, и чем увереннее будет чувствовать себя водитель на площадке, тем безопаснее будет ему на дорогах. Именно такие водители затем выезжают в город, туда, где рядом находятся дети, во дворах, возле школ и на пешеходных переходах. Поэтому уровень подготовки взрослых напрямую влияет на безопасность ребенку. Но если взрослые уже несут ответственность за свои поступки, то детям правила дорожного движения нужно повторять снова и снова, ведь именно от этих знаний зачастую зависит их безопасность и даже жизнь. Детям передвигаться по тротуарам с родителями маленьким, обязательно по тротуарам, не выезжать на дорожную часть, это прям самое главное. Если мы переходим дорогу на светофоре зеленого цвета, то мы спешиваемся, идем пешком, велик ведем рядом. В ночное время обязательно, наверное, светоотражатели на ребенке и на транспорте, велосипеде непосредственно. Детей свободно кататься, отпускать по правилам у нас с 14 лет только можно, до только сопровождения родителей взрослых. Ребенку необходим закон, но не как наказание, а как рамка, которая формирует ощущение безопасности у ребенка. Поэтому если родитель сегодня говорит «можно», завтра «нельзя», послезавтра это еще какие-то слова, которые не имеют отношения к закону, то ребенок начинает относиться несерьезно к тому же самому светофору. Он считает, что светофор – это символ чего-то необязательного. И поэтому, если родитель нарушает правила дорожного движения, то чего же мы можем ожидать от ребенка? Конечно же, он тоже будет нарушать. О безопасности детей сегодня говорят не только на конкурсных площадках и во время рейдов. Это ежедневная работа, в которой участвуют педагоги, сотрудники госавтоинспекции, родители и сами водители. Быть примером для своих детей во всем, потому что ребенок большую часть времени находится с родителями в семье. И как взрослые себя ведут в быту, на отдыхе, ребенок действительно копирует и повторяет то же самое, потому что ребенок считает, что это основное, так правильно и так должно быть. Как мы будем показывать пример своим детям, такие дети и вырастут у нас. Лето должно оставаться временем свободы, движения и отдыха, но безопасность ребенка на дороге зависит от каждого участника движения и прежде всего от взрослых. Автобусная колонна